Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Система стратегического планирования федеральных министерств и ведомств разбалансирована и неэффективна, а уровень контроля и исполнительской дисциплины низок. К такому выводу пришла Счетная палата по итогам стратегического аудита показателей деятельности федеральных органов исполнительной власти. В планы деятельности министерств и ведомств до 2024 года не включено 45% показателей национальных проектов, сформированных для исполнения майского указа президента Владимира Путина. Ситуация с госпрограммами еще хуже. 74% показателей не отражены в планах работы федеральных чиновников. В таком состоянии система планирования не способствует достижению национальных целей и не обеспечивает решение стратегических задач развития страны, указывает Счетная палата. Эффективность стратегического планирования отстает из-за слабого уровня цифровизации в министерствах и ведомствах, а открытость так и не стала основным принципом работы федеральных госслужащих, говорится в отчете. Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что согласно прогнозу по рождаемости в 2020 году право на получение материнского капитала на первого ребенка будут иметь 561 тысяча семей, на второго ребенка около 552 тысяч семей. Средства на эти цели уже заложены в бюджете. По ее данным, на финансирование этих мер в 2020 году планируется использовать 122 миллиарда рублей, в 2021 году 210 миллиардов 700 миллионов, в 2022 году почти 266 миллиардов рублей. Минтранс решил субсидировать местные авиамаршруты и короткие перелеты в пределах одного региона. Для отдаленных и труднодоступных регионов они зачастую являются единственным способом связи с большой землей. Эти субсидии планируется ввести в единые программы субсидирования авиарейсов. Они охватят субсидии на межрегиональные рейсы и на перелеты на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь. Программы будут утверждаться не на год, как сейчас, а сразу на 3, а потом и на 5 лет, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих. Развитие местных авиаперевозок предполагается на условиях софинансирования регионов из федерального бюджета, который возьмет на себя около половины расходов. Минтранс в настоящее время готовит критерии получения таких субсидий. Оформление документов, справок и пособий без необходимости приходить в госучреждения, приложение в смартфоне вместо паспорта, единый электронный сервис для сбора и обработки жалоб. Все это может скоро стать реальностью. К 2024 году 70% государственных сервисов должны оказывать гражданам услуги полностью в электронном виде, без необходимости очного визита в госструктуры и МФЦ. Схема проста. В роли чиновника будет выступать робот. Он оценит, есть ли основания для принятия того или иного решения, и если есть, то примет его. Это, по словам главы Минкомсвязи Максута Шадаева, позволит исключить человеческий фактор при принятии решений, сократить трудозатраты и занять чиновников более интеллектуальной работой. Основа для перехода на такую модель сформирована эта система электронного правительства, а также единая система идентификации и аутентификации граждан, которые обращаются за получением госуслуг в электронном виде. В ней уже зарегистрировано больше 70 миллионов человек. По поручению главы Якутии Айсена Николаева население арктических районов освобождено от уплаты транспортного налога на бессрочный период. Кроме того, задолженность по этому налогу, которая числится за жителями арктической зоны, списана. Об этом заявил первый вице-премьер Алексей Колодезников в ходе отчета правительства республики о работе за прошлый год перед населением поселка Оленек, Оленекского и Эвенкийского национального района. Аналогичные решения приняты на уровне муниципальных образований по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Отмечу, что опыт республики по поддержке населения Арктики вызвал большой интерес и изучается другими регионами страны. В Якутии для аптечных учреждений введены предельные размеры розничных торговых надбавок на медицинские маски в размере 50% к цене изготовителя в случае прямых поставок и 15% к оптовой цене масок в случае поставки оптовым поставщиком. Соответствующий приказ издан в Госкомцен Якутии в целях предотвращения необоснованного роста цен на медицинские маски. В случае обнаружения завышения цен необходимо сохранить кассовый чек и направить его вместе с жалобой в Госкомцен Республики. Если зафиксируется завышение надбавки, то на должностное лицо, в том числе на индивидуального предпринимателя, накладывается штраф в размере 50 тысяч рублей. Если нарушителем является юридическое лицо, то размер штрафа – это двукратный размер излишней полученной выручки. На этом у меня пока все. Будьте в курсе экономических событий на Якутии-24.